Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами передача «Сидим дома». Сегодня, как и всегда, мы подготовили для вас много интересной, актуальной и полезной информации. Друзья, приглашаем вас всех принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной героям, которые отдали свои жизни, защищая свою родину в годы Великой Отечественной войны. В этом году эта акция пройдет в онлайн-режиме. С 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф вы сможете поставить свечу памяти, а также ознакомиться с информацией о начале Великой Отечественной войны и свидетельствами очевидцев. Клубника, по мнению многих, самая вкусная ягода. Житель села Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса Андрей Ларионов уже 5-й год занимается выращиванием этой ягоды. Андрей поделился некоторыми секретами и своим опытом и с нашей съемочной группой. Занимаемся выращиванием клубники уже 5-й год. В этом году решили более масштабно, как раз во время пандемии, занятия себе нашли. И надеемся, что наше занятие принесет свои плоды. Выращивание клубники — это очень интересное занятие. Высадили сорта разные. И есть и ремонтантные, и среднего созревания. За каждым кустиком нужен особый уход. Рассады наши зимуют благодаря нашему учителю, старшему брату Кривошапкину Сергею Изнанцев, который выращивает клубнику уже без малого больше 10 лет. Мы у него учимся. И сами решили в этом году построить три такие теплицы. 3 теплицы высадили свыше 4000 саженцев. Особенности, например, этих кустов нужно, конечно, пропалывать, поливать обязательно. У нас работает капельный полив. Такое большое количество без капельного полива, конечно, сложновато было бы. Укрывным материалом закрываем. Это для того, чтобы сорняки буйно не росли. Ткань удерживает влагу, так называемая мульча. Советовал бы садоводам так называемую мульчу можно сделать из простого сена. Сеном обкладывается вокруг кустиков, соответственно, сорняки они не растут, задерживают тепло, и пропускают влагу, держат влагу. Смотрите, уже ягоды пошли, цветы пошли, ягодки уже скоро поспеют. Корневища при посадке, так называемая завязь. Основная шишка должна сидеть сверху обязательно, и она должна быть в сухом состоянии. Попрыскивается сверху тоже водой, через листву влагу тоже впитывает. И следить за общим здоровьем, здоровые кусты, цветки пошли. Чем подкармливаем? Подкармливаем обычно коровяком. Коровяк — это конский навоз, может быть, коровий помет. Концентрация 1 к 10. Рассчитываем получить урожай примерно килограмм с каждого куста. Я думаю, это неплохое подспорье для садоводов. Что сказать еще садоводам? На самом деле это счастье заниматься любимым делом. Если это еще приносит какие-то финансовые выгоды, то это очень даже хорошо и радует. Главное то, что занимаемся любимым действительно делом. Это это приносит счастье. А каждому человеку
Каждый человек гонится, действительно ищет свое счастье. Ну а теперь, друзья, для того, чтобы настроиться на отличный день, давайте немножко подтянемся и помедитируем. А для этого лучше всего подходит йога. Привет, дорогие дачницы! Сейчас все много вышли на дачу, на огороды, посадки, прополки. Хочу сказать, что самая частая проблема – это когда спина заклинивает после долгого провождения на грядке. Давайте посмотрим, что мы делаем не так. Для начала нужно, перед тем, как приступать ко всем работам с землей, в наклоне вниз, вытянуть руками вверх. Вытянуть руки вверх, тем самым вы вытяните и удлините свой позвоночник. Следующий этап. Подходя к грядке, захватите руками за грядочку и подтяните спинку назад. Постойте 10-15 секунд. Тем самым вы уже начнете растягивать мышцы и готовить их к долгим наклонам. Уже после долгой прополки или долгой обработки землей сделайте то же самое. Опять вытяните руки. Пусть пояснично-подвздошная мышца вытянется. И потом самое простое. Смотрите, мы садимся на край грядочки, развернули плечи и тянемся рукой по грядке, прижимая таз. Поднимая руку вверх, тянитесь секунд 5-10. Тем самым вы вытянете квадратную мышцу спины, и она у вас не будет болеть на следующий день. То же самое в другую сторону. Вытягиваемся, тянитесь. 5-10 секунд, 5-10 секунд. Хорошо. Попробуйте выполнить наклон вперед, чтобы разгрузить верх спины и плеч. Отлично. Ну что, понравились вам упражнения? Я надеюсь, вы их оценили и будете заниматься йогой перед посадкой и после. Спорт все еще не вернулся к прежнему режиму. Сейчас, в данный момент, возобновлены некоторые соревнования, но в ограниченном формате. А значит, нам есть о чем рассказать. Смотрим обзор спортивных новостей. Начнем с событий в мировом спорте. Общая квота спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года сократится до 10,5 тысяч человек. Такое решение было принято по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета. Как сообщает пресс-служба организации, помимо сокращения общего количества квот, исполком намерен достигнуть равного количества мужчин и женщин в тех олимпийских видах, где это возможно. Окончательная стратегия игр в Париже будет утверждена не позднее декабря 2020 года, как это было запланировано ранее. Напомним, Олимпийские игры 2024 года планируется провести в Париже в период с 26 июля по 11 августа. Поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи может пройти в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал MMA Fighting. Отмечается, что этот бой должен стать главным событием турнира UFC 253, который планируется провести в Абу-Даби после завершения проекта «Бойцовский остров». Ранее ряд средств массовой информации сообщал о том, что поединок между Нурмагомедовым и Гейджи планируется провести 19 сентября. Напомню, 31-летний Гейджи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. На его счету 22 победы и 2 поражения. В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Определились участники финала Кубка Италии по футболу. Трофеи оспорят Ювентус и Наполи. В ответном матче 1/2 финала туринский клуб на выезде сыграл в нулевую ничью с Миланом и по сумме 2 игр прошел дальше благодаря правилу гола на выезде. Напомню, первая встреча, прошедшая на Сан-Сиро, завершилась со счетом 1-1. В параллельном полуфинальном противостоянии Наполи оказался сильнее Интера. Первый матч завершился минимальной гостевой победой неаполитанцев со счетом 1-0. Во второй игре, которая прошла в Неаполе, была зафиксирована ничья. Команды обменялись по одному забитому мячу. Финальная встреча Кубка Италии между Ювентусом и Наполи состоится 17 июня в Риме на Стадио Олимпико.
Перейдем к событиям и новостям нашего региона. Якутянин Артем Соколов в составе футбольного клуба Чертаново стал победителем юношеской лиги России и получил право в следующем сезоне представить страну на юношеской лиге чемпионов. Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон ЮФЛ, который был приостановлен из-за коронавируса после 15 сыгранных туров. Таким образом, чемпионский титул получил клуб якутянина, возглавлявший таблицу с отрывом в 10 очков от второго места. В завершившемся сезоне воспитанник якутского футбола Артем Соколов, играющий на позиции полузащитника, принял участие в 13 матчах ЮФЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Напомню, Артем регулярно вызывается в юношескую сборную страны. В минувшем сезоне на его счету 12 матчей, 6 голов и 2 ассиста в майке национальной команды. Завершился первый республиканский онлайн-турнир по гиревому спорту. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками соревнований стали десятки мужчин и женщин из разных районов и городов, в том числе лидеры сборной республики. По итогам онлайн-состязания в мужском дивизионе победу праздновал мастер спорта России, чемпион Азии, призер Кубка страны, многократный победитель и призер чемпионатов Якутии Руслан Лугинов из Усть-Алданского Улуса. Среди женщин сильнейшей оказалась призерка Кубка России, абсолютная чемпионка республики Елена Иванова из Якутска. Чемпионка России по марафону Сардана Трофимова отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для получения нейтрального статуса. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Отмечается, что в данный момент нет ясности касательно календаря как российских, так и международных стартов. По словам якутской легкоатлетки, сейчас она полна сил и готова к новым стартам. Сейчас она поддерживает физическую форму, занимаясь под руководством своего личного тренера Татьяны Жирковой. Напомним, российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской Федерации легкой атлетики могут выступать на международных турнирах, за исключением олимпийских, европейских и военных игр, только в статусе нейтральных спортсменов. На этом обзор событий в мире российского и мирового спорта подходит к концу. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Всегда интересно общаться с тем человеком, который хорошо знает культуру и историю своего родного края. Друзья, насколько вы хорошо знаете свой город? Думаю, благодаря следующему материалу вы подчеркнете для себя несколько интересных фактов. Предлагаем вашему вниманию сюжет о памятниках города Якутска. Здравствуйте, дорогие телезрители! Это 4-й выпуск видеорассказов про наши памятники. И в прошлый раз мы рассказывали про Петра Бекетова. И продолжая эту тему, в городе открыли еще один памятник первопроходцам. Памятник открыли 8 сентября 2002 года. Это 6-тонный гранитно-бетонный монумент был привезен из Нерюнга. Архиепископ Якутский и Ленский владыка Герман окропил место и воздал хвалу первопроходцам Якутии. В том году председатель правительства республики Семен Назаров отметил, что 370 лет назад мужественными казаками российского государства под предводительством Петра Бекетова был заложен острог на левом берегу реки Лены, и в течение нескольких столетий на этом месте растет и развивается наш город Якутск. Директор МУП «Старый город» Петр Андреев отметил, что памятник стал символом крепкой дружбы всех народов, проживающих на территории Якутии. На камне есть надпись на древнетюркском, что на якутском языке звучит «Таңараға таңара кейта боламын, мин бо аман тағы олортум». На русском же звучит так: «Богоподобный, богорожденный, и я сподвигнул этот могучий камень». Сейчас это излюбленное место горожан и особенно детей. Далее хочу рассказать о памятнике Василию Васильевичу Никифорову Кюлюмнюр. Общественный деятель, ученый, писатель, журналист, предводитель якутской интеллигенции начала 20 века, организатор политических организаций «Союз якутов», один из зачинателей якутской литературы и театра. Родился в Тибикском наследии Дюбсюнского улуса Якутской области 18 мая 1866 года. В 1918 году был избран председателем Якутской губернской земской управы. Таким образом, он является первым избранным руководителем Якутии. Увлеченный освободительными идеями Первой русской революции, Кюлюмнюр в 1905 году создает инородническую организацию «Союз якутов». Арестовывался и проводит в тюрьме 1,5 года. Здесь он написал свою знаменитую пьесу «Манчары Тёкюн».
которая дала толчок созданию якутской национальной драматургии. В 1913 году во время поездки в Санкт-Петербург в составе якутской депутации на праздновании 300-летия Дома Романовых выступал с чтением пьесы «Манчары Тюйкүн», что произвел фурор на писателей тех времен. В 1923 году по заданию правительства принимает активное участие в показе народного хозяйства республики во Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Многие его работы пропали и были не опубликованы, его огромный вклад в республику поистине неоценим. 26 сентября 2016 года, в День государственности Якутии, в честь 150-летия писателя, у здания Государственного собрания Иль-Тюмян был установлен памятник в честь великого писателя. Во время вынужденных дней закрытых дверей многие социально-культурные объекты столицы работают в удаленном режиме. Они ежедневно публикуют новости и поддерживают связь со своими подписчиками в различных социальных сетях. Музей музыки и фольклора ежедневно обновляет свои рубрики, и тем самым мы имеем возможность приобщиться к культуре и искусству народов Якутии. Исходя из миссии нашего музея, ведется большая работа по сбору, изучению, сохранению, популяризации, возрождению по направлениям фольклор, самодеятельное музыкальное искусство и профессиональное музыкальное искусство республики. Но в период самоизоляции вот эти направления приобрели новую форму в виде виртуальных рубрик. Фольклор, далее идет разделение по народам: эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы, русские старожилы Арктики, приленские ямщики и якуты. Далее самодеятельное музыкальное искусство, профессиональное музыкальное искусство, исследователи, история музея, коллекции музея, фондообразователи музея. Для нашей Аизы Петровны отдельная рубрика и наши музейные видеоэкспонаты. За каждым сотрудником прикреплены по 2 рубрики. И ответственный в неделю 1 раз с научным комментарием освещает свой определенный раздел. Очень пригодились нами ранее созданные музейные видеоэкспонаты, анимационные, документальные, научно-популярные, музыкальные фильмы. По определенным дням мы их транслируем. От снятых материалов, конечно, очень много. И своего выхода в эфир ждут видеомемуары выдающихся деятелей культуры и искусства нашей республики, ученых, носителей и знатоков фольклора, мастеров декоративно-прикладного искусства и очень много материалов по проведенным нами мероприятиям. Интерес вызывают сохранившийся до сегодняшнего дня русский говор XVI-XVII века и в целом древнерусская культура в селе Русское Устье русских старожилов в устье Индигирка. Недавно состоялась поездка участников 2 фольклорных ансамблей: «Русское Устье» из Аллаиховского улуса и «Розовая чайка» из Якутска на 4-й фестиваль исторических реконструкций «Господин Великий Новгород». В непростой организации выезда делегаций из 22 человек по обращению музея оказал Владимир Ильич Толстой, советник по культуре президента Российской Федерации. Из резервного фонда правительства Якутии через Департамент по делам народов нашей республики были выделены средства для проезда и на изготовление костюмов. Специально музеем были организованы научные консультации со специалистами Академического института гуманитарных исследований Еленой Строговой и Ольгой Чариной для художника Дарьи Дмитриевой, под руководством которой в мастерской Саха-театра были прекрасно выполнены исторические реконструкции костюмов. Концерт наших русскоустинцев включен в программу ноябрьских дней Якутии в Москве, посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Они могут выступить и здесь, на этой сцене. Красота, красота моя, красота немало.
Друзья, согласитесь, просмотр фильмов – это отличный способ времяпрепровождения. Однако порой возникает проблема с выбором киноленты. Следующий материал вам поможет пополнить список обязательно к просмотру. Приветствую, Власий, и доброго времени суток всем, кто проводит время с пользой вместе с телеканалом НВК Саха. Ну а я к вам сегодня, как и обычно, не с пустыми руками, а с порцией хорошего и интересного кино, которое, я очень надеюсь, вам понравится. Сегодня все фильмы будут основанными на реальных событиях, и начнем мы с исторической комедийной драмы этого года «Мисс Плохое поведение». В прошлом году конкурс «Мисс Мира» посмотрело 100 миллионов зрителей. Лондон. Разгар 70-х годов. Именно в этом году страну буквально заполонили красотки со всех уголков мира, приехавшие ради самого престижного конкурса красоты «Мисс Мира». Идет грандиозная подготовка к мероприятию. Для проведения конкурса приглашен знаменитый комик Боб Хоул, любящий удивлять публику своим искрометным юмором. Организаторы уверены, все пройдет на высшем уровне. Однако их ждет неприятный сюрприз. Появляется целая оппозиция женщин, выступающих против проведения соревнования среди полуобнаженных красавиц, излагая тем, что подобные конкурсы унижают женское достоинство, потому как не всякая девушка может похвастаться идеальными параметрами фигуры, заявленными для отбора. Вспышки фотокамер. Но их взгляды направлены не на меня. Не хочу, чтобы вы думали, будто я дикарь, Не испытывающий чувств к женщинам. Этот конкурс заставляет нас сравнивать себя с другими. Давайте иначе посмотрим на жизнь. Почему женщина вынуждена так унижаться, чтобы найти свое место в этом мире? Не вы, не он. Почему мы? Картина «Айла. Дочь войны» базируется на реальной истории Ким Ин Джа и Сулеймана Дильберлиги, чье воссоединение случилось спустя много лет, в 2010 году. В 1950 году посреди насилия и жестокости Корейской войны турецкий сержант Сулейман находит замерзшую маленькую девочку. Напуганная и находящаяся на грани смерти, она тронула сердце Сулеймана, который с риском для собственной жизни решает забрать ее на армейскую базу. Когда война подходит к концу, Сулейман делает все возможное, чтобы удочерить ее, однако все попытки заканчиваются неудачей, и ему приходится оставить девочку в приюте. Несмотря на это, Сулейман не теряет надежды на то, что сможет когда-нибудь снова увидеть свою Айлу. Eğer bize yardımcı olursan Ayla'yı buluruz. Ama ben seni hiç bırakmayacağım. Geri geleceğim ben, tamam mı? Ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Ну а далее предлагаю вам узнать историю единственной женщины, которая одержала победу в масштабных соревнованиях со 155-летней историей. Лошади готовы к старту. Вся нация с замиранием сердца ждет начала скачек. Только раз в году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже собственной жизнью. Я теряю веру, отец. Ты победишь только если сама в это поверишь. В погоне за ветром. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Смотрите хорошее кино. Приятного вам просмотра и до новых встреч. На этом наша передача подходит к концу. Отправляйте свои лайфхаки и интересные темы на нашу электронную почту по указанному адресу. Друзья, оставайтесь дома и будьте здоровы!